Постановление Пленума Верховного Суда Союза СССР, город Москва, 23 сентября 1939 года. О мерах, подлежащих применению к осужденным, злостно уклоняющимся от отбывания исправительно-трудовых работ. Ввиду постановки Народным комиссариатом юстиции СССР в порядке статьи 7 пункт Б положения о нем вопроса о мерах, подлежащих применению к осужденным, злостно уклоняющимся от отбывания исправительно-трудовых работ, Пленум Верховного Суда СССР постановляет дать судам следующие указания. В случае злостного уклонения лиц, осужденных к исправительно-трудовым работам на общих основаниях от отбывания этих работ, суды применительно к статье 26 Исправительно-трудового кодекса РСФСР и соответствующим статьям исправительно-трудовых кодексах других союзных республик могут в отношении этих лиц заменять исправительно-трудовые работы лишением свободы на время не свыше срока исправительно-трудовых работ. Такая замена производится либо судом, вынесшим приговор, либо судом по месту исполнения приговора в порядке, предусмотренном статьей 461 и 462 УПК РСФСР и соответствующим статьям УПК других союзных республик. В таком же порядке производится замена исправительно-трудовых работ по месту работы исправительно-трудовыми работами на общих основаниях в случае увольнения лица, осужденного к исправительно-трудовым работам по месту работы вследствие прогула, нарушения трудовой дисциплины или по собственному желанию. Председатель Верховного Суда Союза СССР Голяков, секретарь Пленума Верховного Суда Союза СССР Смолицкий.